Всем привет! Сегодня мы будем готовить с вами вафли венские. Вот что для этого надо. Посмотрите: мука, масло растительное, молоко, яйца, маргарин, сгущенка, яблоко, сода, уксус. Ну и вот такая вот приправа, корица, как бы для аромата. Ну что же, начнем. Для этого мы для начала растопим маргарин в такой кастрюле. Так, вот растопили на плитке маргарин. Теперь мы должны туда банку сгущенки положить. Для этого мы сейчас откроем ее. Так, открыли. Ну и теперь туда выливаем. Поскольку у нас маргарин пока горячий, мы туда яйца не можем ложить, потому что они просто сварятся. Поэтому надо подождать, пока маргарин вот с молоком остынут. Тщательно все оттуда выцарапываем. И перемешиваем. Мешаем до однородной консистенции, чтобы у нас сгущенка смешалась с маргарином. Вместо маргарина можно использовать масло. Так, все перемешали, все у нас остыло. Теперь берем яички и их сюда разбиваем. Одно, второе, третье, четвертое. 4 яиц нам хватит для приготовления вафель. Ну, соответственно, перемешиваем потом все. Надо вот желтки их раздробить, чтобы быстрее перемешалось. И перемешиваем. Так, все перемешали. Теперь берем молочко, наливаем в стаканчик. Можно столько молока, вполне хватит. И выливаем все в наше будущее тесто и перемешиваем. Можно добавить кефир, там, простоквашу, у кого что есть. Так, далее мы добавим вот растительного масла, пару ложек сюда еще. Раз, два. Все перемешиваем. Ну и теперь добавляем муки. Значит, сюда соответственно столько, чтобы значит, тесто было как густая сметана, как бы ложка в ней стояла. Так, понемножку насыпаем, чтобы не пересыпать. Столько добавили. Теперь все это перемешиваем. Придерживаем кастрюлю одной рукой. И вот так вот потихоньку перемешиваем. Так, перемешали, ну смотрим, какая у нас консистенция. Еще жидкая. Надо еще муки добавлять. Добавляем понемногу, чтобы не переборщить. И перемешиваем. И смотрим, какая будет консистенция. Перемешали, теперь смотрим консистенцию. Ну вот уже практически то, что нам нужно, но можно еще чуть-чуть добавить, чтобы они были более сытные вафли. Хватит все. Густое нам тесто не нужно, потому что оно будет плохо потом разливаться по вафельнице. И перемешиваем все до конца, чтобы не было комков, конечно. Ну что, тесто у нас однородное, без комков. Теперь ложка вот так вот стоит. Теперь мы яблоко почистим и нарежем его мелкими дольками. Ну, используем для того, чтобы
почистить яблоко, вот такую вот чистилку, инструмент. И можно и картошку чистить, и вот яблоки, и другие фрукты и овощи. Вырезаем с яблока вот это вот кончики вот эти вот. Теперь берем вот такую серединку-вырезалку и, чтобы полностью очистить уже яблоко, вырезаем вот серединку с косточками. Уже теперь у нас яблоко полностью очищено, и мы его измельчаем. Ну, вот таким образом берем, делим пополам и потом уже вот так вот измельчаем. Крупно не надо резать, помельче желательно для вафель. Так, вот эту часть, половинку мы измельчили, и ее высыпаем в тесто. Теперь вторую половинку аналогично. Ну, еще можно вот так вот дополнительно. Тесто. Аккуратнее надо работать. И теперь берем тесто и перемешиваем его. Все это дело. Вот так вот. Ну, можно добавить как бы ванилин, да, для запаха. А можно вот корицу добавить. В частности, я добавлю немножко ее в виде порошка сюда. Вот столько хватит. И перемешиваем. Все это перемешиваем. И теперь отставляем в сторонку, да. Делаем из соды и уксуса. Уксусная кислота и сода. Вот такая вот пищевая. Делаем разрыхлитель. Для этого мы берем чайную ложечку. Так, чайную ложечку соды. Ну, у меня маленькая вот такая совсем ложечка. И теперь открываем уксус осторожно. Кислота опасна. 70%. И наливаем сюда ложечку тоже уксуса. И быстро мы сейчас должны будем перемешать все это дело. Уксус сразу закрываем. Вот пока она пенится. Все мы вот это быстро перемешиваем. Пока идет реакция. Берем наше тесто и быстренько выкладываем сюда. Для чего это делается? Чтобы тесто у нас не подымется оно. Все, по сути дела, все. Мы тесто сделали. Теперь достаем нашу электровафельницу и нагреваем ее. Вот такая у нас электровафельница. Уже служит несколько лет, года 3. Вполне нормальная. Так, берем ее. Тут у нас это покрытие такое типа тефлона, поэтому в принципе смазывать не надо, но я смазываю дополнительно. Включаем в розетку. Пускаем. И вот у нас есть индикатор мощности, индикатор значит, готовности, регулировка мощности от минимума до максимума. Вафельница также имеет ручку, мощь которой поднимается она, да, и в частности эта вафельница, она переворачивается таким вот образом. Ну, пока она греется, возьмем масло растительное и вот нальем в стаканчик, где у нас вот такая вот специальная для смазывания кисточка силиконовая. Так, берем, смазываем аккуратно.
Хотя можно и не смазывать. Ну, почему-то смазанное мне больше нравится. Так, все. Ждем, пока нагреется до конца. Так, ну что, прогрелась у нас она. О, даже тут это масло чуть-чуть у нас подгорело. Ну, нормально. Теперь берем и наливаем сюда или ложим, выкладываем тесто. Тесто вот таким вот образом. Ну, опытным путем добиваемся, чтобы заполнялась у нас формочка вот ровно. Больше делать нельзя, потому что оно вытечет. А меньше сделаете, соответственно, будут какие-то пустоты. Так, закрываем. Положили тесто. И теперь поворачиваем. Вот таким образом она там растекается. Чуть дальше. Растекается и, соответственно, заполняет всю форму. Ждем. Так, переворачиваем на эту сторону. Еще раз ждем. Так, открываем. Вот, все готово. Теперь берем деревянную палочку. Только деревянную палочку. И вынимаем это все. Так, я немного уменьшил мощность, нагрев, потому что они слишком поджарились. Так, дальше берем следующую, ложим порцию теста на вафельницу. Вот таким образом. Ну, бывает, конечно, мимо, тем более я тороплюсь вот. И у меня что-то вылетает. Ничего страшного. Главное не сжечь, не передержать. Так, закрываем, переворачиваем и ждем. Потом обратно. Ну, а пока у нас, значит, выпекается, мы делим вот эти вафли вот так на 4 дольки. Вот уже готовый результат. Такая вафля. Довольно быстро и просто. Так, короче, испеклось. Теперь можно здесь, кстати, разделить. На этом. Надо аккуратно, я говорю. Чтобы не повредить это тефлоновое покрытие, ну, вот такой, в принципе, нормальный цвет уже. Такого цвета они должны быть. Если можно их меньше пожарить, тогда они получатся беленькие. Если пережарить, то черненькие. Так, берем, смажем дополнительно еще. И тесто выкладываем. Особо не торопимся. Видите, да, если торопишься, она капает куда не надо. Так. Таким вот образом. Заполняем все пространство. Закрываем и переворачиваем. Ждем. Сколько-то секунд, там 30-40 прошло. О, видно, да? Оно вот вылазит. Я перебавил его, вылазит через бок он. И начинает это открываться вафельница. Поэтому надо вот ложить ровно столько, чтобы тесто не было в излишке и не вытекало. Проверяем. Ну, в принципе, готово, но мы видим, что я перебавил этого теста, поэтому оно, вот видите, тут вылезло с краев, поэтому надо его таким вот образом снять. Ну, его можно съесть, естественно. Таким вот образом. И теперь снимаем сами вафли. Можно вот по одной даже, они легко делятся уже сами. Упс. Так, лишнее убираем. Ну и в таком темпе делаем то же самое все.
Так, открываем. Так вот делаем. Упс. Снимаем. Снимаем. Оп. Горячие. Горячие. Фу, какое горячее. А это можно скушать. Открываем. Вот как раз получилось ровно, да? Ну, немножко они как бы, ну... Ой, горячо, горячо, горячо. Так вот, быстренько их туда. Туда. Быстро надо делать. Ух. Ух. Ну, вот такая гора вафель у нас получилась. Берите, кушайте. Всем приятного аппетита с чайком.